Доброго времени суток, уважаемые телезрители. В эфире телеканала НТ Спорт, спортивная передача «Спорт Тайм». Я ее ведущий Азирет Туратбеков. Ну что ж, присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о боксе. Бокс, это неотъемлемая часть нашей культуры, можно так сказать, культуры спорта в нашей стране, ведь издревле бокс, борьба, кикбокс были флагманами спорта в нашей республике. И сегодня у меня история настоящая и, дай бог, будущее, и история прошлого нашего великолепного спорта, такого как бокс. Итак, у меня сегодня в гостях Тургумбеков Эрджан, дважды чемпион страны по молодежи, финалист Евразийских игр по молодежи. Эрджан, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Рослов Владимир Самсонович, заслуженный тренер Кыргызской ССР, мастер спорта СССР, финалист, член сборной СССР от Кыргызстана среди взрослых и молодежи 74 по 77 года. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Ну и, наконец, легенда отечественного спорта, не побоюсь этого слова. Орзубек Пулетович Назаров, советский и киргизский боксер, профессиональный боксер, многократный чемпион СССР, Японии, Евразии, Океании и мира, государственный и общественный деятель Кыргызской республики, заслуженный мастер спорта СССР. Здравствуйте, Орзубек Пулетович, добро пожаловать к нам в студию. Ну что ж, как у вас настроение? Поговорим сегодня о боксе. Давайте. Хорошо. Да мы о боксе всегда говорим. Всегда о боксе говорим. Хорошо. С боксерами не встретим, всегда о боксе говорим. Вот, отлично. И сегодня полностью давайте отдушину свою покажем, всю нашу боксерскую мощь. Итак, Эрджан, вам вопрос, как у вас обстоят дела? Я вот знаю, что вы уже провели 6 поединков профессионалов, и вы до сих пор считаетесь непобежденным. В чем ваша фишка, Эрджан? Спасибо. Фишка почему? Вот только начали. Сейчас рейтинговые бои идут. Я еще до высоты не дошел. Там у меня сейчас 4-6 раундовые бои. Там дальше пойдут 8-10 раунды. Там уже оппоненты посерьезнее будут. Промоутеры, менеджеры так ведут грамотно. За что им спасибо. Промоутеры и менеджеры, которые за рубежом, да? Да, не здесь. Это в России, Екатеринбург, там промоутерская компания RCC Boxing. Мы с ними менеджерский и промоутерский контракт подписали. И вот на сегодняшний день с ними сотрудничаем, работаем. И вот. Так ли было необходимо уехать за границу, дабы развиваться? Скажите, Эрджан. Да. Потому что таких промоутерских компаний по боксу именно у нас в Кыргызстане вообще нет. Может, и не было, да, никогда. Но в будущем, надеюсь, будет. Вот. И я вот с детства хотел по профессионалам выступать. Вот. Подумал. И самое близкое к нам же Россия. Вот. Решил попробовать себя. И вот получилось. Мигрант-боксер, да, получился? Я по-любому за Кыргызстан выступаю. Промоутеры не против, помогают, поддерживают. А к вам подходили с просьбой, может, за нашу сборную, нашу страну? Нет, ни в коем случае там такого нету. Там подписывать просто промоутерскую компанию ты там представляешь, да? И ты можешь в колпаке выходить с флагом Кыргызстана там, или на шортиках там флаг Кыргызстана наклеить, и ничего тебе за это ничего не скажут. Да? Вот. Это вот хорошо, и плюс помогает, и ты плюс свою страну представляешь. Это же большое, это же вообще отлично, это же большой плюс. Вот. И рядом с вами сидит ваш первый тренер, да? Да. Представьте, пожалуйста, его. Это Владимир Самсонович Рослов. Это было в 2009 году. Меня привел мой дядя, он двукратный чемпион мира по кикбоксингу, Мирбек Сюимбаев. Вот. Он мне вот так представил. Я сказал ему, я хочу вот боксером стать. Он сказал, есть в Кыргызстане самый лучший, неповторимый такой тренер. Он меня так представил, я так, загорелся желанием. Потом он меня привел, Владимир Самсонович там пару вопросов задал, там, что такое раз-два, что такое бой с тенью. И мы с ним сразу общий язык нашли, и с тех пор я у него остался там. Скажите, Самсонович, он вам сразу с первого взгляда понравился? Вы что-то в нем увидели? Когда он пришел маленький, такой еще молодой, мне что понравилось в нем, он показал себя, как будто он настырный такой. Вот цель перед собой ставит, он добивается. Вот в этом есть у него хороший. Он сразу, как его в парах поставили, он сразу стал выполнять хорошо. И вот те у меня пацаны, которые тоже лидеры в стране, чемпионы страны,
Они с ними как-то быстро он приблизился к ним. Они общий язык нашли. И манера, он стал на них расти, и потом стал расти, и стал догонять их. В одна целая команда, которые стали чемпионами страны по молодежи, по юношам. Эти же ребята, у меня человека 4-5 таких, как он. Они вместе сдружились. И вот рост пошел. Вот вы тренировали и советских спортсменов, и наших отечественных спортсменов. Скажите, в чем разница того уровня боксеров и нынешнего? Мне кажется, школа советская, она очень хорошая школа, сильная. Ничего не сказать. Ну, во время Советского Союза было более развитие спорта больше, соревнований много было. Везде, поездки везде были. Сейчас в данный момент есть поездки много, но невозможно было выезжать. Не выезжаем, мало ездим. Где-то здесь немножко есть вот это торможение. Если чаще будет соревнования проводиться, ездить, это большой успех будет в стране. Будут наши лидеры в стране, в мире, на Олимпиадах, везде будут попадать. Хорошо. О будущих чемпионах мира поговорим мы с Урзубеком Пулетовичем. Урзубек Пулетович, 30 августа 2016 года, день юбилея, вы открыли свой собственный зал. Так? Да, совершенно верно. И как скоро нам ждать чемпионов мира из вашего зала? Ну, знаете, вообще тренерская работа, она вообще, вот тут Самсоныч об этом не сказал, это такая неблагодарная работа. Мальчика растил, он до юниоров вырос, да, даже, может быть, вот он должен стать там, страну может выиграть по-взрослому, да, и там дальше сейчас сегодня открылись дороги там профессионалов, а он приходит, говорит, все, говорит, я больше не буду заниматься. Знаете, вообще не буду. Красивый, перспективный, сильный, все у него есть. А желание кончилось. Или папа говорит, хватит тебе боксом заниматься, будешь заниматься математикой. Все. Вот это вот, поэтому это раньше меньше чувствовал, потому что была, в советское время была очень большая селекция. Очень большая селекция. Залы были все бесплатные, не забывайте. Сегодня, допустим, есть в семье там 2 мальчика, да, и за школу надо платить, за обычную школу. За зал бокса придут, тоже надо платить, понимаете? Много, мало надо платить. И, да, потом мы сами, как уже тренера, у себя, вот я как руководитель клуба, я там уже делаю селекцию, вот с этих мальчиков, с этих не брать, я сам доплачу, все, а этих пускай они занимаются. Вот где-то так, может быть, вырастет. К вопросу, когда они будут, ну, скажу так, на 2-й год сегодня у меня в зале есть чемпион Кыргызстана среди юниоров. Это Мухаммед Камильдинов. Он стал чемпионом уже будучи... Уже он тренируется в зале, все, это наш воспитанник. Вообще он там баткенский пацанчик. Он там где-то что-то тренировался, потом сюда приехал. У меня сейчас тренирует наш в свое время хороший боксер, участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса Кыргызстана. Это Владислав Визильтер. Вот он сейчас у меня в зале. Очень с детьми работает, у него там порядка 50-60 детей. И вот отсюда пошел вот этот мальчик, вот этот Муха, как мы его зовем. Муха, вот он сегодня в юниорах стал чемпионом Киргизии. Вот сейчас вот буквально позавчера они приехали с Туркестана. Он там 2 боя выиграл таких, что там поубирал казахов, которые там международный турнир выиграли, но у него не хватает опыта пока. Вот то, о чем говорит Самсоныч, что надо больше выездов делать. Но будем пытаться делать. Вот одна из первых ласточка. А остальные ласточки будем растить. Ну, а для этого зал-то я и открыл. Это моя мечта была. Долгая мечта. К полтиннику я зал открыл. Благодаря, я думаю, вот надо об этом всегда говорить. Это Вячеславу Николаевичу Хану и Климу Васильевичу Тё. Они мне помогли. Вячеслав Николаевич отдал помещение 300 квадратов, 350, большое, светлое. Там мы с Климом Васильевичем уже сами на пару мы его оборудовали, поставили, все своими руками сделали, зал, душ, ну все, качковая зона, все это есть. И поэтому, вот когда такие люди есть, тогда и хочется в зале работать. Зал. Поэтому, я думаю, чемпионы будут. Куда они денутся с подводной лодки-то? Вот обязательно запомним. В детстве вы увлекались футболом, баскетболом, но, как я знаю, в возрасте 10 лет вы прочитали книгу о выдающемся боксере, да? Валерии Попенченко. Валерий Попенченко, да. И именно он вдохновил вас, да?
Вообще, наверное, вдохновила больше мама. Книжку я Расскажите о прочитал. детстве своем. Вообще, книжку я прочитал, разговора нет. Это, она так называется, как вот, это мое кредо, это мой посыл до сих пор. И вечный бой покойно только снится. Все, я до сих пор я такой же, вечный бой, какой-то куда-то лезешь, что-то делаешь, постоянно, ну, не могу я сидеть, да. И вот эта книжка уже, она мне дала дальше предпосыл. Вообще, на бокс меня мама привела. Я вот вчера даже буквально с мальчиком стою, я говорю, сколько лет? Он говорит, 11. Я говорю, сколько весишь? Он 36 килограмм. Я говорю, ты какой большой? Он говорит, нет, я маленький. Я говорю, ты меня маленького не видел, когда я пришел на бокс, я весил, у меня первая грамота, 28 килограмм. Ух. Вот 28 килограмм, это о чем говорит? И вот, драчун был страшный. Постоянно рубашка порвана, пуговиц нету, все. Мама за руку взяла, говорит, иди Геннадий Ефимович Аноприеву. Ну, единственный тренер в Канте, это учитель всех, Самсон все знает, это наш Геннадий Ефимович, Михаил Ефимович Гашлама, это вот Клим Васильевич, это вот так, первая когорта тренеров, которая, вот иди, говорит, он тебе человеком сделает. Ну и со словами поедешь, мир посмотришь. Что такое посмотреть мир, понятие мамы? Это я из Канта в Токмак выеду, во Фрунзе съезжу, да? Но если я в Москву съезжу, это будет вообще точно мир Это посмотреть. космос. Да, вот как бы вот с такими словами все. Ну и бокс меня, в общем-то, хорошо, спасибо боксу, что я здесь, а то мог бы где-то в другой стороне, понимаете, с моей энергией. Научившись азам бокса, вы их когда-нибудь использовали в уличных драках? Ну, мы же люди, конечно, используем. Ну, время такое, мы же все сельские пацаны. Стенка на стенку, 1 на 1. Но раньше все по правилам было. Все по правилам. Лежачего не До бей. до первой крови, ногами не пинаем. Лежачий упал, мы ему поможем встать, чтобы снова ударить. Понимаете, все по-честному было. А эти пики, колы не таскали. Ну, в крайнем случае могли у соседский штахетник оторвать, дать по горбу, да? Но не арматурой. Из-под тишка не били. Ну, были какие-то у нас рыцарские, что ли, эти правила. Ну, конечно, дрался, как не без этого. Сейчас скажу, что не дрался, мне все пацаны скажут, что ты гонишь? Поэтому все было, все было. Ирджан, а вы деретесь или дрались когда-нибудь в уличных потасовках? Сейчас нет, конечно, а в школе, да, бывало. Ну, не часто, но было. Вас Конечно, боялись? отстаивал же себя. Отстаивал же, что? Не, в школе я же боксом тоже вот 14 лет начал. До этого я ботаник был, хорошо учился. А потом, в школе тоже тихо ходил. Потом, и себя обидеть тоже не давал. Если даже сил не хватало, что-то там пытался. А потом начал боксом заниматься, и ко мне уже никто не лезет, там уже уважает, да, там как-то так. И девушки идут к вам, да? И девушки идут, и все было. Но успеваемость чуть-чуть упала вместе с этим. Вот. Как-то вот так было. А как вы оцениваете, вот скажите, Самсонович, самая сильная сторона и пока что слабая сторона вашего подопечного? Мне кажется, у нее самое хорошее сейчас стало. В данный момент, который уже какой-то за период до выезда в Россию, у нее момент был, я вам рассказывал, как-то было. У него манера была, потому что он сам маленький в весе, ростом, все повыше его. Я думал, надо менять твою манеру ведения боя. Я стал с ним работать над корпусом. Стал работать на груди. Там есть упражнения, которые добавляли ему, чтобы он выполнял. Я его подвел, и он сейчас стал работать корпусом. Большой или маленький, он смотрится в ринге очень красиво, классно. Разговора нет. Вы можете боец смотреть сами, увидеть. Что корпусом стал работать, и работать стал. Он нашел свое. Вот сейчас это его свое может его дать ему большой плюс в спортивной жизни. Агрессор, разрушитель, любил работать с дальней дистанции, бросая легкие джебы и скрывая свой могучий удар левой. Чтобы остановить соперника, он непрерывно бомбардировал корпус. Это все о вас, Урузбек Булетович. Да я боюсь этого человека, кто дарит. Я вам скажу так, я когда... любители, то любители, да, так оно и было, я много там, и людей много падало, и все это, конечно, было. И наверное, не знаю,
людям сейчас посмотрят, скажут, блин, действительно он злой, да? И знаете, что самое такое вот, это мне нравилось. Ну, действительно, я думаю, боксер, если когда вот он сделал то, что он умеет, то, что тренировал, то, что они с тренером до изнеможения отрабатывали, допустим, левый снизу, я бил, ну, больше ничего другого не умел бить, да? И когда на ринг выходишь, они падают. Это класс. Я думаю, что любой боксер, который это не ощущает, он не будет боксером дальше. А который от этого кайф получает, который, я сейчас об этом говорю, у меня мурашки пошли. Вот это кайф, понимаете? Вот это кураж. Выходя на ринг, я же выходил не специально их там ранее. Я выходил боксировать. Геннадий Федорович, он сказал, говорит, Арзубек, наша задача, говорит, не 5 раз ударить, а 4 пропустить, а 3 раза попасть и ни разу не пропустить. Вот это задача. Ведь поэтому все свои сильные стороны скрываешь. Но это ты скрываешь их первое время. Потом тоже все это знали, все равно все падали. Ну, а когда я уже в профессионал ушел, когда вот я привозил бои, вот так вот сижу, смотрю, включаю, там, ну, у меня есть бои по 12 раундов. Вот так вот сидишь их и начинаешь смотреть. Вы пересматриваете свои поединки? И до сих пор пересматриваю. Я кайфую от этого. Вот честно, я кайфую, потому что я не буду хвастать, да, но немного таких боев, которых хотела бы посмотреть несколько раз. Серьезно говорю. Ну, может, я себя так сильно люблю, тоже немаловажно, да. Но я, когда смотрю, особенно с ребятами, придут, Арзубек, давай, тем более комментируй же. Я где-то там до 4-5 раунда комментирую от своего лица, а потом уже зажигаясь, и уже к 8-му раунду говорю, смотри, что он делает. Смотри. Понимаете, я уже не за себя, я говорю про себя в третьем лице, и я понимаю, что я не хочу попасться вот тому Назарову, который был там в 93-м, 95-м и до 98-го года. Я не хочу ему в ринге попасть. Вот серьезно, не хочется попадаться. Потому что, ну, действительно, в ринге я был агрессор. Я там, ну, такой осмысленный, как говорят, холодная голова, горячее сердце, кулаки налитые там свинцом. Это все это было. Но два разных человека. Вот. Да, Урзбек вне ринга и Урзбек в все ринге. разные. Это два разных человека. То есть вы дома не такой агрессор были? Не, я добрый дома. Вот сейчас жена, вот, скажи же, я там пылесосил, там полы мою, там, за ними стираю, все делаю. Да. Дом нельзя с рингом сравнить. Нет, дома это дом. Дом это Дома кто чемпион, скажите честно, Урзбек? Не, я когда был депутатом, я пришел, все, нас выбрали, я говорю, все, я депутат. Жена говорит, ну, молодец, а я президент. Понял? Это да, это нокаут, глухой нокаут. Это взаимопонимание. Депутат с президентом всегда должен находить общий язык, поэтому мы находим его. 27 поединков, 26 побед. Вот скажите, что это за вот один поединок, в котором вы чуть-чуть не дожали? Вот видите, у нас в боксе, там как эти пилоты, там на машинах, говорят, никто не говорит последняя поездка, да? А я говорю, это последний бой, да. Действительно, мой был последний бой, где я боксировал, это была моя 8-я защита, титул чемпиона мира. Бой проходил в 98 году, 10 мая, в Париже. Боксировал я с экс-чемпионом мира Жан-Батист Менди. Он француз, арабское происхождение, черный, здоровый, 1,83 м ростом. Но да, он ничего себе не представляет. Он вообще, в принципе. Но случилась трагедия. До этого у меня была отстояние сетчатки, но мне ее лазером запаяли, я после этого еще боксировал долго, и вот в этот бой я пропустил в глаз, там по бою видно, я пропустил в глаз, прям, похоже, пальцем, хотя там перчатки пришиты, но это было не специально, 100% не специально, так получилось. Это было в 3-м раунде, и, в общем-то, я в 4-й пришел, что глаз не видит, бывает бокс такой, что там промыли, туда-сюда я пошел. И в 4-й раунд начиная, я уже боксировал без глаза, на один глаз ослепший. И никто не остановил, врачи не стали останавливать? Нет, они же не знали об этом. Зимин пытался меня остановить, Александр Васильевич. Я не дал. Сегодня об этом жалеет сам Александр Васильевич. Я жалею о том, что я такой безбашенный.
Ну, как говорят, в тебе там эркек был, тебе там мужчина был, тебе герой, боец, воин. Дурак в голове сидел. Надо было, блин, в принципе... А что вам двигало? Что вами двигало тогда? А кто его знает? Двигало? Двигал бокс. Двигал бокс, двигал воин, если по-честному, да. Я не задумался о том, что глаз не видит. Я знал, я видел, я знал, что я сильнее, я знал, что его порву. Ну, вот так получилось. Мне пришлось, я ослеп, я там с 5-го раунда, я там до 10-го, я просто, ну, вот так бой идет, он Одним глазом. не выиграю, не проиграю, одним глазом, что я уже все, дистанция поменялась, все поменялось. И когда я понял, что уже нету, у меня больше ничего не получится, 11 мне не хватило, в принципе, если бой посмотреть, мне не хватило 1 минуты. Я его 11-й раунд по рингу мазал, 12-й раунд он у меня просто, ну, в профессионалах же есть, вот, можно держать, там навалиться, то, никто за это предупреждение не будет давать. И вот до 12-й раунд был, там я просто ва-банк пошел, я просто с кулака на кулак его нес, но чуть-чуть не хватило, там в 1 очко я проиграл. 1 очко. Но там это уже бизнес. Это вот для Иржана, я тоже говорю, это бизнес. Потому что промоутеры были французы, мои промоутеры. Я уже в то время был, до этого были японские промоутеры. Потом я с французскими промоутерами работал. И парень был француз. Им нужно было, чтобы я проиграл. Для того, чтобы следующий бой сделать в Лас-Вегасе, ну, более уже с компанией HBO, это уже финансово совсем другие деньги, все должно было быть. Но вот никто не ожидал, что я выйду с ринга, и в субботу бой у меня был, а в понедельник я уже лежал на операционном столе, мне глаз чистили, зашивали сетчаткой, то есть вот так оно получилось. Поэтому это было вот как раз вот одно поражение в моей профессиональной боксерской карьере. Жалко-то как, я прям мне-то как жалко. Иржан, вам вопрос. Скажите, прибыльно ли это все? Бокс – прибыльная вещь? Скажу так вот, на данный этап это прибыльнее, чем в любителях выступать, да? Это, ты, финансово не нуждаешься. Ты не будешь там бегать у кого-то там, спонсоров искать, да, или у родителей деньги спрашивать, да. Нет, там все оплачивается, все как положено, там врачи, там медицина, там все есть, да, и это чем выше ты будешь подниматься, тем деньги больше будут, да. Поэтому тем более независим. Да, и тем более это и от тебя зависит, это же шоу по-любому. Как ты себя будешь продавать, и столько будешь и зарабатывать вот так, да, а тем ты скучнее будешь драться, там твои акции будут падать, и поэтому, это прибыльно, мне кажется. Идеальный боксер, по вашему мнению? Идеальный боксер? Идеальный Рука боксер. там Холлифилда или там... Имя назвать? Да, вот соберите идеального боксера, по вашему мнению. Мне кажется, идеальный боксер это... Не надо собирать, там он уже есть, там Рой Джонс, наверное, мне кажется. Старший? Нет, или младший? Младший. Младший. Вот да, который еще 10 лет там держал дивизион. В супертяжах он стал чемпионом мира и в среднем весе чемпионом мира. Он шоу устраивал? Он шоу устраивал, он играл, он когда хотел, мог убрать его, да, и закончить бой в любое время. В свое время он блистал просто. И все люди, которые приходили смотреть его бой, оставались довольными, да. И для меня, мне кажется, он в истории самый лучший был и останется. Вот, по-моему, это по-моему. Это по-вашему. А дальше не смотрел, ты тогда в таком случае, к этому же, да, Иржан, посмотри Шугара и Леонардо. Да, я видел его бои, да. Это классика бокса. Вы что, это Рой Джонс рядом не стоит. Я Рой Джонс очень уважаю, молодец. Он это шоумен, который умеет заниматься, умеет боксировать, и при этом завоевывать симпатии зрителей, киношников, и деньги к нему липнут. В принципе, как Мейвезер, но Мейвезер как... Да, как таким ярким был. Но это средний. Да, он заработал много, там 50-0, но это дело о другом. Мы говорим сейчас о красоте же бокса. Да. Вот Рой Джонс, это да. А просто Леонард, Шурег Леонард, он на 30 лет, на 40 лет раньше был.
И он тогда вот такие шоу устраивал. Да, Тогда я видел, это, он стал чемпионом мира в 7 весовой категории. 6 весовой категории. 6 6 весовой категории. Понимаете? Это там с Хаглером, с мексиканец. Они там такие бои устраивали. Это просто, блин. Это... И эффектно, и эффективно было. Да, вы что? Их надо смотреть. Их сейчас можно говорить. Есть вот там, на одном из наших каналов передача называется «Про бокс». Да, да. Вот, Наши там, комментируют. да, наш. Там класс. Да. Вот эти вот... Там все тоже, показывают. кстати, твой этот тезка по имени Азерет тоже, да? Вот он вытаскивает эти вещи. И вот они показывают. Их надо смотреть иногда. Вот это вот поймите, что такое классика бокса. Да. Вот сам похож. Хочешь похож на кого-нибудь? Конечно, Вот манеру, Владимир что тебе. Нет, Владимир Самсонович. Ну, свое нет. ты хочешь Я свое? не хочу. Свое хочу. Да, я не хочу быть никого, ни Ну, на кого. Я могу, да, у кого-то что-то взять, да, там у него там правильно. вот, он Правильно. это хорошо делает. Собрать себя, да. Оно конкретно на кого-то и вот не хочу, да. Вот я хотел, повторяю, я да. вот это и хотел от тебя услышать. Я и задал вопрос такой, что услышать от него, что он может, как некоторые говорят, на того похож. Он молодец, правильно сказал. Скажите, Самсоныч, и я повторюсь, вот, лучший боксер, по вашему мнению, в истории, вне зависимости от весовой категории, Профессионально вообще, да, Мухаммед Али. Мухаммед Али? Это, мы готовились к чемпионату Европы в 1974 году. И нам показывали как раз бой Шаткова с Мухаммед Алием. Он тогда ему 16 лет был. Ну, конечно, Мухаммед Али это, конечно, универсальный боксер. Вы хороший. когда-нибудь были близки ко встрече с ним? Все-таки Нет. СССР у нас держава была, у нас Не, ну мощь я была. просто входил в сборную страны СССР. Ну, ездил один раз, уезжал вот в 1978 году на чемпионат мира готовились, я выступал на международном турнире в Алмате. Тогда как раз первый турнир был отборочный. Костя Дзю, наверное, много о чем говорит. Это Не имя и знаю, о чем. фамилия, да? О чем говорит? Друг, соперник. чё? Так сказать, вы были этаким Месси, гением от футбола, а он таким Роналду тоже таким. Вот вы сравнили боксера с футболистом. Хорош. Вы чё вы Азерет? Ну, у вас такое главное соперничество было Да в те нет, года. понимаете. И вроде у вас самое обидное поражение Нет, от него, да, нормальные последовало, друзья как я были. знаю? Не, Они мы, хорошие, почему да. были? Мы есть друзья. Ну, друзья есть и Нет, были. я друзья. не о том. Я говорю, блин, сравнили футболиста с боксером. А, Хорош. ну да. Ну, у них тоже величина имеется своя, и у вас... Знаете, разница в чем? Боксер сам за себя отдувается. А футболист 22 лба бегают за одним мячом. Да, это красиво, это политический вид спорта. Там, действительно, это массовый вид спорта. Это классно, это здоровье. Да. Но мяч-то один, а их 22 же. Ну, зачастую эти Там же- двое там же- решают исход Там же матча. сочкануть можно. Да. А в боксе не сочканешь. Поэтому... Вы видите, Месси и Роналдо. Роналдо, да? Они же там, они на разных полях бегают, друг перед другом понтуются. Да. Мы-то Квадрат. мы там Далеко разбираемся. не убежишь. Да? Да, мы там разбираемся. Поэтому да, я вот сегодня говорил уже над тем, когда, вот, допустим, я пришел в 85-м году, да, во взрослую команду. Я там убрал Нурказова, Хачатуряна, Мичник, Канцель, там, Колесников, ну, короче, вот масса, Степанов, Володя, с которым мы тоже дружим. И никому не дал дышать. До 89-го года. Вы были 88 доминатором Я просто. просто, да, 88-й год, я первый номер на Олимпийские игры. Все, но вот 88-й год Ташкент, финал чемпионата Советского Союза. Я в финале выиграю Костю. Выиграю, все, я первый номер, еду за 3 недели до Олимпийских игр. Вот так случилось, аппендицит, и мне Олимпиада улыбнулась. Все, я ее посмотрел у телевизора со слезами на глазах откровенно. После этого 89-й год не восстановился еще. С Костей встречаюсь здесь, в Бишкеке, во Фрунзе, вернее. Да, проигрываю, крах я проиграл ему там, серьезно. Да, и Костя поехал на чемпионат мира. И, как я знаю, просто форсировали, да, ваше восстановление. Да, ну так надо. Чиновники потому что того времени Во Фрунзе поторопили идет вас. чемпионат СССР. Вот как Самсоныч боксировал в свое время во Фрунзе, тоже 78-й год, да, если я не ошибаюсь. И кто бы ему дал не боксировать? Да хоть бы он, да, там, извиняюсь,
рвало его там, или он заболел бы, или у него температура была 50, все равно бы он боксировал. Никто бы в советское время не спрашивал. Партия сказала, надо, все. И мне сказали, ты что, молодой человек, собираешься не боксировать? Вперед! Мне твой аппендицит, это тоже было 3 месяца назад, все прошло, все, давай. И все, я боксировал. Ты боксировал? Я боксировал. В итоге вы дошли до финала. Да, я... Да он возле больницы выходил, боксировал. Я все, я боксировал, что, ну куда мне деваться? И в финале встретились с Костей В финале Дзю. встретились с Костей Дзю, да. Ну, а Костя на подъеме, после Олимпиады, у него молодой, он на 3 года младше меня, 89, это мне тогда 23, ему 20 лет. Ну, как сок такой, все идет. Так же, как я пришел в 85-м, 19 лет, мне вот эти старики по 23 года, я их вот так вот убирал. Ну, это казалось старики, понимаете. Ну, вот и я, спад у меня был такой, а у него подъем, и был крах. Был крах, ну и вот тут... Вот вы, будучи таким именитым спортсменом, как вы пережили лихие 90-е? Весело. Весело. Весело вам было. Я благодарен тому, что я занимаюсь боксом. Очень благодарен. И, ребят, я вам говорю, бокс это вещь. Кого втянет в бокс, вот лучше в бокс идите, в борьбу идите, идите в единоборство для того, чтобы не оказаться на улице, ребят. Потому что у нас с нашим характером улица быстро забирает. А тогда, лихие 90-е, в 89-м я уехал в Японию, и в 98-м я вернулся. В принципе, самый вот... Ну да, самый я приезжал, я был... Я встречался и с теми, и с теми. Конечно, я встречался, потому что я показывал бои, все восхищались. Соответственно, я имел тоже проблемы с милицией, с нашей, да, потому что, ну как я там встречаюсь там с ребятами, которые, ну как бы вне закона считались, да, но как я могу не встречаться, если мои друзья? Да, я с ними там дела не... Ну, друзья они. Мы вместе сидим там не выпиваем, потому что там, кстати, вот та сторона, они пьют очень мало, а больше вот, на трезвую было. И мы сидели, боимся, я рассказывал, чай выпивали, да, может, там вина выпивали, но это было на виду у всех. Поэтому весело прошли 90-е очень. Но я благодарен, что я был вне Советского Союза, вне начала развития Кыргызстана, а был там. Там это где, для телезрителей, поясните? Я был в Японии 89-го года по 96-й год, по 95-й год в Японии был. Чем вы там занимались, Узбек? Вот тем я и занимался. Я в 89-й уехал, вот как сейчас Эржан говорит, что поднимает флаг, гордость. Так вот, для вас, для зрителей, скажу, я первый человек из Кыргызстана, из спортсменов, да, кто кыргызский флаг поднял на высшем уровне. И вот начиная с 91-го года, сначала я выходил с флагом СССР, Япония, на трусах вот он был. Потом выходил флаг Япония, Киргизия, потом с флагом уже этот. И у меня вот, если все этот бой любят, 90, там как бы много где с флагом выходил, но все этот бой любят, когда 95-й год, я боксирую в Америке, и наш киргизский флаг вот так размахивает Юрий Арбачаков, уже будучи чемпионом мира, сам гражданин России. Да, так что вот такие вот эти. Я говорю, чем я очень горжусь? Тем, что да, здесь было тяжело, и да, меня здесь не было в Киргизии, но я свою миссию я выполнял там, в Японии. Я поднимал флаг Кыргызстана, я флаги Кыргызстана оставлял в музеях Японии, Австралии, Южной Америки, Южной Африки. Вы были местной азиатской звездой. Ну, в Японии, да. В Японии, да. В Японии меня очень любили. У меня даже имя есть японское. Вас сравнивали с какой-то легендой, да, Японии? Такой же кудрявенький, маленький, тоже много раз мир выиграл, Гуськин-сан. Ну, у меня, чтобы для популяризации, есть там, даются ринг-нейм. Да, вот. Ринг-нейм, это имя на ринге. Вот меня Гуси назвали. Ну, Гуси? Гуси, да. Ну, не Гуськин, а Гуси. И вы отзывались на это, Гуси? Ну, а куда мне деваться было? Я выходил, но пока я боксировал в Японии. Как только я начал выходить за пределы, все, мы этот контракт разорвали, все, и я выходил как Узбек Назаров.
Но для японцев я все равно был. Они у себя на телевидении пишут Орзубек, в скобках Гуси Назаров. Так что, это вот о чем говорил наш молодой человек. Ты должен себя представить. Чем ты лучше себя представишь, чем ты, не оскорбляя своих достоинств, естественно, да? Это для нас, конечно, гуси, гусь там туда-сюда. А для японцев прекрасно звучит, для иностранцев прекрасно звучит. И каждый боец должен иметь там имя на ринге, да. Это все было. Но это приносило финансы. Вот о чем мы говорим. Самое главное. Мы туда для этого поехали. И добились финансового успеха. Да. Отлично. Ну что ж, как и все хорошее, наша передача имеет свойство заканчиваться. Самсонович, скажите, вот в двух словах, напутственные слова будущим боксерам или тем, которые решаются начать заниматься боксом или нет. Вот в двух словах. Я сам хочу, что главное сказать. Чтобы стать боксером, надо ставить перед собой цель обязательно. И трудиться, тренироваться, отдавать больше спорту. Тому виду спорта, которым ты занимаешься. Чем больше ты будешь трудиться, тем быстрее ты результат. Как говорят, можно научить боксера всему, технику поставить, все. Но самое главное, чтобы у боксера было внутреннее желание чего-то добиться. Вот тогда он добьется. Эрджан, и ваш посыл молодым? Тем, кто хочет заниматься, вот, даже не боксом, да, в принципе, спортом, да, даже тем, кто уже в среднем возрасте, да, вот занимайтесь спортом, потому что это здоровье, это вашим детям пример даже, да, а молодым спорт это ключ к успеху, да, это ключ к большим возможностям, это слава, там можно на этом зарабатывать, оставить свой след, да, в истории, поэтому не останавливайтесь ни перед чем, всем трудолюбие, вот, как-то так. Ну что ж, уважаемые телезрители, на этом у нас все. Для вас сегодня работал я, Азирет Туратбеков. У нас в студии присутствовали Орзубек Пулетович Назаров, семикратный чемпион мира среди боксеров-профессионалов по версии WBA. Спасибо вам. Спасибо. Рослов Владимир Самсонович, заслуженный тренер Кыргызской ССР, мастер спорта СССР. Спасибо вам большое. И Тургумбеков Эрджан, дважды чемпион страны по молодежи, финалист Евразийских игр по молодежи. Ну а вам успехов, здоровья, любите спорт, занимайтесь спортом.